Слишком много счастья на рабочем месте. Да, модно было побеждать, выигрывать, быть первым. В Казани могу предположить, что там более зрелое, что ли, общество. Стыдно было ничего не делать. Осознанным был уход из юриспруденции. Это точно. Крым есть, он и был, он всегда будет. Это, мне кажется, особенность вот как раз вот того, что мы из маленького места, где все друг друга знают, потому что первое время, когда вот приглашали куда-нибудь там в Санкт-Петербург, в Москву, ты сидишь в каком-то заведении, и когда заходят люди, ты смотришь. А что я смотрю, вот что я хочу там увидеть, знакомого или как-то, что это. А потом прошло это. Прошло. И, дискомфортно, да. Кто-то заходит, кто-то сейчас, а если знакомый, потом что скажет? Я вдруг не поздоровался. Да. Каждый раз, когда я общаюсь с людьми, которые младше меня, и не просто младше меня, но еще и родились в Крыму, я вот эту фразу всегда произношу с особым трепетом. Вы родились в Крыму, то есть и выросли в Крыму. Да? У меня такого счастья не случилось. Да? Я родилась, бог знает где, в городе Чертике, там, в Узбекистане. Да? И у меня есть ощущение, что это все-таки вот как-то меняет людей. Да? То есть у нас совершенно по-другому выстроено отношение к Крыму, мне кажется, с моих колоколений позиций. А у вас как? Вот что для вас значит дом, что для вас значит Крым? Две стороны есть этой медали. Угу. Во-первых, мне кажется, у тех, кто родился за пределами Крыма, более обостренное чувство дома. Угу. То есть больше привязка к Крыму, как-то более трепетное, что ли, отношение. Угу. У меня оно, безусловно, есть, но оно спокойное. То есть Крым есть, он и был, он всегда будет. Я могу сейчас куда-то поехать, чего-то добиться, что-то привезти и вернуться. Угу. То есть, мне кажется, у поколения, которое родилось не в Крыму, страх, что... Потерять? Да, может быть, не всегда будет возможность вернуться в Крым. Угу. Вот. А у меня такого страха почему-то нет, не знаю. То есть не страшно расставаться с Крымом? Нет, так я через пару месяцев, через полгода, через год я всегда приезжаю, и в последнее время стал делать свои приезды чаще. И поэтому нет. Нету такого ощущения. Есть некоторые сложности с тем, чтобы добраться до Крыма. Ну, это объективное обстоятельство. Возвращаешься, через месяц-два забываешь, и все. И снова. Делаем, да. Вы родились в Ахмеджите? Да, в роддоме, в котором родилась Раметля Хартанама. Ох ты, как вам да, причем... повезло? Да, я думаю, что это добавляет трепета факт рождения? Ну, какой-то, Селим, он у нас крымский, вот так в семье говорим. Потому что родители, Арашки, они все родились в Узбекистане, а я вот первый в семье, кто после поколения вот наших депортированных бабушек, дедушек родился в Крыму. Я знаю, что вы учились в Танковом, в школе для одаренных мальчишек. Да? Это вообще что это за атмосфера? Что это за традиции? Что это за история? То есть что вас там, как вас там сформировали? То есть это вообще отдельная история вашей жизни или нет? Одаренных мальчишек и девчонок тоже. А в ваше время уже были девчонки? Были, но мы учились отдельно. То есть у нас был класс мальчиков, но на всякий случай девочки тоже учились. Никакого... потому что изначально не было там девчонок. Да, это как раз вот я когда поступил в 7 класс, у нас были девочки, которые учились в 9. Вот тогда начались эксперименты. У них даже делали совместные классы у старших, потом все равно разделили. Это, мне кажется, основополагающая история формирования личности, может быть, даже. Потому что, выпускаясь из Танкова, я думаю, что это человек становится личностью. Да? Определенно. Да. Соответственно, был опыт вне Танкового, школьный опыт, да? И вот если на контрасте. Да, причем в школе, в которой я учился до Танкова, я не был отличником. Поступив в Танково, это такой маленький мир, тот же самый, как большой, только в гораздо меньших масштабах. Тебе нужно постоянно с кем-то взаимодействовать. Если есть какие-то сложности, трудности, проблемы, их нужно было решать, потому что так или иначе после уроков ты не пойдешь домой, не закроешься, не спрячешься. Ты будешь с этими людьми дальше существовать. Находить общий язык, договариваться, приходить к каким-то компромиссам. Работа на Авито. Как вы вообще туда попали? И как она вам, исходя из тех традиционных видов занятости, в которых мы обычно проводим свои взрослые будни? Интересный вопрос, Ленора Хану, потому что до Авито я работал в Яндексе. И вот как раз уход в Яндекс из банка для меня был
каким-то ключевым моментом, потому что как принято вот, с родителями, когда общаешься, советуешься, Балам, а как ты поменяешь место работы? Ты уже 5 лет отработал, а что скажут? Там, что. Вот. Пришел я, устроился в банк, со 2 курса по 5 работал в банке. А после этого у меня вот как раз там учился с одногруппником, он устроился в Яндекс, предложил, и есть новый свежий проект, где нужны менеджеры. Готов ли ты себя попробовать там? Учился я изначально на юридическом факультете. Это тоже смена кардинальной роли, профессии. Немножко устал от юриспруденции и пошел в Яндекс развивать. Я перебью. Юриспруденция была осознанным выбором? Интересный момент. Больше универсальным, наверное, каким-то. Осознанным был уход из юриспруденции. Это точно. Да, потому что в юриспруденции ты постоянно в спорах, в конфликтных ситуациях. А еще менталитет на постсоветском пространстве к юристам обращаются, как правило, когда уже все сильно плохо. И нужно... Это последняя соломинка, да? Разруливать, да, и как-то... Такого нет, как в фильмах, что ты вот приносишь в суд какие-то аргументы, которые сейчас кардинально изменят ход дела, и вот все будут хлопать, и все будут счастливы. Там, как правило, все известно, ты получаешь дело уже заведомо проигрышное, и как бы... Вот от этого хотелось отойти, и больше, наверное, про момент, когда я пришел в Яндекс, это вообще случайно произошло, потому что мы встретились с этим одногруппником, как дела? Он говорит, я вот в Яндексе работаю, у нас вот здесь офис, я говорю... О, прикольно, мы можем туда зайти, посмотреть? Он говорит, да. Мы заходим туда вчетвером. Время, причем не рабочее уже было, это был вечер. Я смотрю, в офисе ходят люди, то есть они ушли в 5 или в 6 вечера домой. Они улыбаются, они позитивные. Слишком много счастья на рабочем месте. Да, я такой, что-то как-то... А как? И там началось вот кофе давайте попьем, там снеки еще какие-то стояли, фрукты, овощи. Я говорю, а что, где, говорю, рассчитываться? Как? Он говорит, да нет, это выставляю, типа можно брать и для гостей офиса, когда приходят. А мы немножко по-другому работали, и в том числе на кофе, на чай, на воду. Это мы все решали сами. А здесь есть люди, которые это обеспечивают, и ты просто приходишь в компанию, у тебя есть ряд задач. Это вот со слов моего товарища. У тебя есть ряд задач, ты их выполняешь, как тебе удобно, когда тебе удобно. Хочешь вечером, хочешь ночью, как комфортно. И я понял, что я хочу поработать и понять вообще, что это такое. Ну, плюс развитие хотелось такого. Изначально поработать в региональной компании, потом в федеральной и по-хорошему бы международной. Про амбиции. Вот в системе координат вашего поколения амбиции – это про плохо или про хорошо? Это здоровая, ну, скажем так, эмоция, здоровые чувства? 100% здоровые, хорошие и поощряемые. Вот в тему про амбиции. Когда ты работаешь в компании, в которой на тебя, ну, к тебе безразличие, что ты закрываешь какую-то позицию, ты спокойно, стабильно из года в год на ней находишься, не растешь, а, как правило, если не растешь, ты деградируешь на одном и том же месте, находясь длительное время. У нас или в IT-компаниях, как правило, в начале Нового года каждый сотрудник составляет ИПР, индивидуальный план развития. Чего он хочет за год добиться, какие скиллы он хочет прокачать, куда в целом он смотрит на перспективу 3-5 лет. И вот по этим точкам бьет и их прокачивает. Изначально в голове каша происходит. Ты вроде одного хочешь, другого, третьего, пятого. А потом, когда ты это переносишь и четко видишь, в целом ничего трудного... Нет, трудно, наверное, есть. Ничего недостижимого нет. Вот. Недостижимого нет. Когда есть четкое понимание, чего ты хочешь... Опять же, трудность в вашей системе координат – это что? Это вызов или это какая-то проблема, скажем так? Вот что трудность? Это быт. Это быт. Да, даже но вот это вот уходит в корни, наверное, в место, где учился. То есть у вас в Танковом это нормально было, да? Да, абсолютно. И причем это было привычно находиться в постоянной конкуренции, в постоянном проявлении себя, чтобы чего-то добиться, а у тебя еще 20 человек, кроме тебя, таких же. Тоже с амбициями. Молодых, энергичных, голодных, наверное, ребят. Да. Это, кстати, интересный момент, потому что закончил гимназию
Не буду выпячивать. С золотой медалью закончил гимназию. В тему про то, что я приехал в Казань, попал в группу бюджетную в Казанский федеральный университет, и там из 20 человек было 18 медалистов. То есть это норма, медаль была, да? Ты уже, да, ты как бы приехал Селим Бекиров, который с золотой медалью закончил гимназию. Тут звезда приехала. Да, как бы... Полный небосклон звезд. Где звездить, да. А там такие же абсолютно голодные ребята из других городов приехали, и гонка продолжалась. В дискомфорте немножко, потому что здесь уже как бы ты 11 класс закончил, ты уже дебатные турниры мог отсудить, в принципе. А здесь надо было все по новой как-то. Ладно, не толкаешься, идешь дальше. Отношения внутри группы – это все-таки замкнутое пространство. То есть вы 24/7 практически, да, вы находились в одном замкнутом пространстве с одними и теми же людьми. Вот как? То есть были вот все те ситуации, конфликты, все те истории, которые обычно происходят в школе, когда ты пришел, отучился и ушел? Да нет, Елена Рухановна, никаких конфликтов не было. Да, конечно. Бывали разные. Знаете, здесь я тоже, кстати, вспоминал танковое не так давно и понял, что наши национальные особенности тоже были, потому что мы приезжали туда в воскресенье на этюд. Это время, когда мы делаем уроки. Мы к 5 вечера должны быть в гимназии уже, чтобы готовиться к понедельнику. Заезд. И вот когда заезжали ребята из наших крымско-татарских семей, это был карнавал. Это собирался большой стол. Все доставали все, что привезли из дома. И такая большая тусовка была. Мы общались, сидели, что-то кушали. Даже, наверное, не национальная, а это просто так получилось, что у нас в семьях, как правило, много детей. И нужно делиться. А ребята из семей, где один человек, они строили больше рыночные отношения. Давай я тебе сосиску дам, а ты мне сыр. Им так, ну ладно, тоже имеет место быть. Тоже опыт. Вот, да, поэтому, да, вот такая какая-то атмосфера была. Вот факт закрытости, да, подросток, когда бунт, подросток, когда нигилизм, да, когда протест, ну и вообще выход за границы определенные, да, и вот и тут ты оказываешься в строгих правилах, и отсутствие возможности куда-то выйти, да, как это влияет на пребывание, на состояние внутри? Это точно развивает фантазию, как можно себя увлекать чем-то. Это точно влияет на то, что когда я учился в 7 классе, у нас еще не так распространен был интернет, гаджеты, у нас у ребят были... У меня в самого был до 11 класса кнопочный телефон. И, в принципе, у тебя есть распорядок дня, но у тебя было несколько часов в день свободного времени. И в это свободное время ты придумывал себе занятия, ты больше коммуницировал, взаимодействовал. Особенность танкового, наверное, в том, что там есть возможность раскрыть сильные стороны ученика. То есть у нас были разные ребята, которые принимали участие в олимпиадах по физике, по истории. И я вот любил английский язык, любил заниматься дебатами. И как раз вот в свободное время ты мог заниматься тем, что тебе нравится. Кроме общего развития того, что было. И, кстати, тоже офф-топ можно? Конечно, да. Интересная штука была, потому что в 7 классе у нас был один отличник, мальчик, а в 9 классе он ушел. После того, как у нас ушел один отличник, у нас в 10 классе появилось 4 отличника. Это эффект доминирования или что это? Эффект расслабления, наверное, какого-то. Ну, то есть ты можешь какой-то предмет не сделать, немножко подзабить, взять, списать, подготовиться и сильно не напрягаться. А потом, когда это пропадает, ты выходишь из зоны комфорта, да, и поднимаешь там какие-то предметы, которые ты не понимаешь. А что было стыдным или модным? То есть какой-то был внутренний, знаете, список правил, я не знаю, еще что-то такое вот между учениками, между ребятами? Стыдным вот я не вспомню. Наверное, стыдно было ничего не делать. Потому что вот когда я был в общеобразовательной школе, это было математикой занимается, английским занимается, вот ничего не делает. Вот это было стыдно. Да, потому что если ты ничего не делаешь, ты, как правило, один, не пришей кобыле хвост, и как-то так или иначе ты занимаешься в любом случае чем-то. Находишь, пробуешь и делаешь. Стыдно было ничего не делать. А модным что было? Модным было побеждать, выигрывать, быть первым. То есть можно говорить, что танковая – это такая школа лидерства была в определенном смысле? В том числе с некоторыми оговорками. Я не знаю, на самом деле большое уважение к учителям, которые там
преподают, которые к воспитателям, которые там находятся, потому что такая концентрация лидеров, это, наверное, тоже их надо как-то между собой, ну, как-то, чтобы они взаимодействовали, коммуницировали, поэтому... Правильно разделили пространство, да? Да, потому что это происходит буквально каждый час, каждую минуту. Это такая... Я бы назвал это битва харизм. Битва харизм? Да, у тебя 20 человек в классе, мальчики, один лучше другого. За внимание учителей. Каждый со своим талантом. Да. Ну, такой себе мини-Хогвартс. Особенностями, да, со своими какими-то скиллами. И вот как-то так. Сравнивая этот опыт вне Крыма и то, что здесь происходит, вот что бы вы выделили, я не знаю, вот, тем более вы как бы на вас еще казанская пыль, да? Я надеюсь, крымский снег его не растопил, да, не размягчил, не смыл, так скажем так, да, вот свежим взглядом, да, на наше общество, если посмотреть, про что. Я сейчас не про быт, да, а про такой профессиональный, скажем так, да, опыт. Наверное, само по себе наличие таких крупных компаний, наличие понимания бизнеса, наверное. Но мне сложно судить, потому что в сознательном возрасте я не работал на официальной работе в Крыму. То есть, возможно, есть. Вот даже мы сегодня находимся в коворкинге. Честно говоря, я не знал, что такие существуют. Очень похоже на офисы, которые там есть. Современный офис Яндекс, офис Авито, офис Тинькова. Но, скорее всего, в Казани могу предположить, что там более зрелое, что ли, общество. В каком смысле? В плане бизнеса, в плане, не знаю, обязательств. Но, опять же, у меня все перекликается с бытом. Я вот смотрю, в Крыму и в Казани немножко по-другому относятся ко времени. Мы можем выехать спокойно в магазин и провести там полчаса с кем-то общаясь, немножко дергать начинает. Быстрее уже надо, там что-то происходит. Да. Или вот еще хорошая история, когда в Казани у нас четкий график созвонов с родителями, а Нашке 2 раза в день надо позвонить, утром, вечером, бабашке 1 раз в день. И вот ты идешь где-то между работой там, и какими-то занятиями дополнительными, звонишь: алло, баба, ассаляму алейкум, что там, как дела, как у вас все происходит? Холодно еще, как правило, снег идет или дождь. Да, селям, что там? Я говорю: баба, я сейчас придется отключиться, все хорошо, как себя чувствуете, как здоровье? Да, понятно, ладно, давай. В плане темпа, в плане времени, мне кажется, более зрело. Вот. Нам здесь не холодно, если что. Да, но это, кстати, особенность не только Крыма и Казани. В принципе, южные города от северных сильно отличаются. И поэтому... в этом в том числе особенность. Смотрите, если говорить у нас же есть определенный список профессий, к которым мы привыкли в нашем крымскотарском обществе, да, то есть, там, учителя, медики, это по умолчанию, да, это наша история, как бы. Но вот со временем стали появляться абсолютно другие представители других профессий, и вы в том числе, то есть вы ушли от традиционного юриста, да, который там в анамнезе у нас практически каждый владелец магазина имеет, условно говоря, да, то есть мы либо заняты в сфере обслуживания, в сфере услуг, да, либо это какая-то бюджетная работа, она чаще всего связана с предоставлением каких-то услуг образовательных, медицинских и прочее. Да? Но стали появляться айтишники, стали появляться продажники, как это принято называть на вашем языке. Вот нет вот этой триггерности, скажем так, да, что вот на тебя смотрят как, что ты там делаешь непонятное? Я после Яндекса, наверное, уже перестал объяснять, чем я занимаюсь. И не хотел бы озвучивать, чем я занимаюсь, потому что в некоторых обществах, когда ты говоришь: я работаю в Авито, никого не волнует, чем ты занимаешься. Ты развиваешь там посуточную аренду, ты работаешь аналитиком или ты занимаешься планированием. Это понятно. Мне посмотри, заказ не пришел, почему-то пункт выдачи. Видео не загружается. Да, видео не загружается. С доставкой, как правило, проблема. Объявления заблокировали. Да. Ты же там работаешь, да? Да, сильно влияет. Я выбрал вот такой путь. Просто где-то, если ты там с друзьями, не озвучивать. Где, в айтишке. Когда в айтишке говоришь, понятно. У родителей тоже интересно. Особенно на первых порах. Юрист, понятно. Это человек, решающий какие-то задачи, помогающий. А когда ты... это действительно достаточно такое аморфное какое-то
непонятно, сколько людей вот в Авито работает, там больше 12 тысяч человек. Это поддержка, это отдел продаж, это аналитика, это редакторы, это дизайнеры, это руководители. И действительно размывается. У меня на этот счет бабашка, отец. На русском можно, кстати, буду говорить? Ну, если вы не боитесь наших хейтеров, то, пожалуйста, будь Честно уровень. говоря, не боюсь Лену Рахану, потому что не видел альтернативы. Все постоянно говорят, во-первых, первое, что хотел сказать, это круто, что она слышит и уже какое-то представление могут сформировать о крымских татарах, потому что, находясь за его пределами, постоянно приходится объяснять. Селим, это турецкое, как в сериале, да, ты еще так с внешностью такой. Нет, это не турки, это не казанские татары, мы немножко отличаемся. Очень много на это времени уходит. И второе, те, кто пишут, предложите, покажите, как надо. Справедливости ради надо сказать, был там один подкаст, ребята пытались сделать, но рано или поздно ты сталкиваешься с тем, что у тебя просто некого приглашать. И это рано или поздно может случиться после 5-го выпуска, 5-6 выпуска. Да, вот это я хотел сказать. Мерке, сколько выпусков вышло? 87, кажется. Ладно, просто опустим. В тему про профессии. Бабашка сильно хотел, чтобы я работал в органах. Это, я думаю, что в том числе в то время, когда родители переезжали в Крым, это 92-й год, это было круто. Отец работал в ГАИ, и как-то это инвер гаишный. Статус. Да. Что-то он как-то определенный статус, влияние, вопросы какие-то, если все к инверу гаишнику все знали. Грамотный человек. Даже интересный такой случай был, когда родители только приехали, отец выходил, садился в машину, соседи вокруг, сосед один не здоровался. Почему? Как-то незнакомый, что тоже так. Незнакомы были. А потом, когда он по форме начал выходить, селям, что, как дела? Бабашка говорит, Анашке, повесь, говорит, форму, пусть висит здесь, чтобы знали, чтобы здоровались хотя бы. И это какое-то понятное занятие, ты регулируешь, ты исполняешь какие-то законодательные нормы, смотришь, чтобы все было хорошо. И бабашка сильно хотела, чтобы кто-то из нас был вот в органах. Это все-таки классно, круто. Династию, да. Понятно, мне кажется, просто. А сейчас со временем, когда ты объясняешь, где ты работаешь, я смотрю, что, в целом, наверное, я вот вам говорил, я бы, наверное, с ума сошел, если бы на мой век пришелся период, когда общались с помощью писем, или там шли куда-то заказывать звонок, чтобы кому-то позвонить, а тут просто изображение, и ты с человеком на другом конце Если бы света. пришлось перестраиваться. Да, это немыслимо. Поэтому здесь тоже надо отдать должное. Это очень сильная позиция у родителей, это принять, Еще использовать. доверить это еще ребенку. Он там что-то делает, ладно. Потом, когда уже что-то начинает получаться, тебя куда-то начинают приглашать в другие города, послушать, снимают, ты принимаешь участие в какой-то аудитории, что-то рассказываешь, что-то понимаю, что-то знаю. Был ли момент, когда вы четко поняли, что, вот все, я здесь жизнь прочувствовал в Крыму, да, и вот вы четко запомнили этот факт, когда приняли решение, что вот вам пора уезжать из Крыма? Такого ощущения никогда не было, потому что, мне кажется, ты вот от года к году по-разному воспринимаешь те или иные места, те или иные события. Это, наверное, приходит понимание, когда ты уже спустя какое-то время, находясь вдалеке, возвращаешься и можешь как-то себя, наверное... вообще неправильно и сложно, наверное, себя сравнивать. У всех свои обстоятельства, свои особенности, свои желания, предпочтения. Такого не было, что... Крым, я до сих пор продолжаю его изучать и познавать. Вот так. То есть это не было бегством, да? Нет каких-то контрольных точек. Это какой-то длительный процесс, продолжительный, во время которого ты в том числе чему-то учишься. И вот опять же, спустя некоторое время находишь объяснение каким-то своим поступкам, возвращаясь домой как раз. Возвращаясь в семью, возвращаясь к ребятам, с которыми вы учились. Такой, вот почему я так постоянно делал. Или на себя со стороны посмотреть. Очень круто. Круто. Вот этого качества у многих не хватает, у людей. Когда мы можем говорить, как делается. И сами точно так же делаем.
А вот на себя со стороны посмотреть, это очень полезно. То есть это вот как раз отъезд из Крыма, это и есть тот опыт посмотреть на себя со стороны? Да, находясь в Крыму, ты до конца бы этого не понял. И находясь постоянно где-то на чужбине, вдалеке, ты бы тоже этого не осознал. То есть вот это все модные слова, рефлексия, погружение в детство. Достаточно вернуться. Просто приехать домой, да? Да, в рамках шутки. У психологов сейчас у психотерапевтов, у психологов очень много работы сейчас появится после Нового года, когда все приехали в свои дома. Понятно. Мы сегодня говорим очень много про возраст, про вот эту вот разницу в поколениях и так далее. Да? Вообще фактор возраста, он как-то играет в вашей жизни какую-то роль, я не знаю. Ну, во-первых, там младшим быть, да, там старшим быть. Где-то на работе вы уже, ну, еще молодой, но уже появляется другое поколение. Вообще возраст, что для вас значит? Мне кажется, это как-то перекликается с нашей национальной особенностью и с обучением в гимназии в том числе. Умение адаптироваться. Ты на разных этапах жизни находишься на разных позициях. Где-то ты самый молодой специалист, где-то ты уже там в качестве какого-то опытного эксперта выступаешь, что тоже было барьером определенным, потому что вот это то, что ты младший, то, что ты всегда сиди, а тут тебе надо выступать. И ты задаешь себе вопрос, а кто я такой, чтобы меня вообще слушали? А что я могу дать людям? И вот это приходилось прям перебарывать в себе, бороться с этим. Ну и давление определенное, связанное... Вот я когда в Крым приезжаю, мне всегда задают вопрос... Часики тикают, да? Да, баланс. Причем люди, которые я бы, не то что спрашивал мнение, а вот, очень дальние знакомые. Уже жениться пора, Балан. Которые даже не знают, а может, я уже женился. Уже жениться пора, Балан. Да, хорошо. Ладно, пора. Кому-то. Вообще вот эта история про продолжение рода, да, насколько она играющая вот за пределами Крыма, насколько она важна? Она, безусловно, важна, и это наше преимущество, наверное, то, что у нас вот такие культурные особенности, в принципе, иметь большое количество детей в семье. Я с этим работаю. То есть вы ищете свой путь? Да, он немножко отличается. И вот у меня, например, мои сверстники, мои одноклассники, у которых уже семьи, дети. Я смотрю, это очень круто. Немножко по-другому. И так тоже бывает. И с этим... Я это понимаю, но окружающие не всегда это понимают. И как-то приходится, уже в целом не спорить, не дискутировать. А да, надо. Как есть, так и есть. Да? Сделаем, да, хорошо. Салонс. Скажем так, если уже говорить о том, что вот возвращение домой, это дает определенное, скажем так, погружение и познание себя, да, понимание себя. Какие традиции или какие, я не знаю, привычки, да, которые были вывезены вами с собой в Казань, и вот, а те, от которых вы отказались, то есть есть какой-то набор этих привычек? Определенно, четко сформулировать это тяжело, но, в принципе, я вспоминаю свой первый курс, с чем приходилось сталкиваться. У нас люди более открытые, более теплые, что ли. Потому что, находясь там, и вот что происходит со временем. В Казани я становлюсь холодным, приезжаю домой, ой, Балан, ты что-то как-то изменился, ты уже не такой, как был. Понятно. И когда я только приехал в Казань, ты так все со всей душой, все, ребята, туда-сюда пойдем, и не понимаешь отношения людей. То есть мы друзья, или что происходит? Ты, причем тактильный, всегда здороваешься, обнимаешься, а люди более сдержанные, более такие какие-то закрытые, что ли. Вот. Не знаю, из мелочей, наверное, ходить в гости с какими-то... С хавешечкой. С хавешечкой, да. С хурабьешечкой. В Казани называют это куштанеш. И у меня товарищ есть, который почему-то всегда это подарками называет. Я говорю, да это не подарки, это же просто... Он говорит, нет, все, Селим пришел, подарки принес, жену зовет, все вот так происходит. Вот такие какие-то мелочи, но приятные и теплые. Что для вас там значит быть крымским татарином? У меня был не так давно разговор с Шевкетом Кишфединовым, он в Москве большую часть времени проводит, и он говорит о том, что это прежде всего ответственность, что он может быть там единственным крымским татарином на 100 квадратных километров, и поэтому он чувствует ответственность, да, что по нему будут судить о нас. У вас эта история включается, нет? Да, безусловно, это ответственность. Ты понимаешь, что, находясь за пределами Крыма, ты являешься лицом своего народа, так или иначе, хочешь ты этого или нет. Это постоянное объяснение, которое занимает иногда длительное время, кто такие крымские татары, почему они такие, как сформировалось.
Мы татары, но мы крымские, мы не турки. Вот постоянное объяснение происхождения своего имени, ответственность 100%. Вот, поэтому объяснение и понимание, что да, действительно, находясь в каких-то обществах, ты понимаешь, что ты единственный крымский татарин. А что в первую очередь хочется презентовать в себе, с собой как крымским татарином? А знаете, вот, наверное, в тему про то, что забрал с собой, все коллеги, которые приезжают в Казань, отзываются, что очень тепло, добродушно, как-то гостеприимно. Наверное, вот это, даже если это неумышленно происходит, опекать, если это гость, это нужно в первую очередь накормить, спокойно разместить, как дела. Вот эта забота, какая-то опека, она сильно бросается в глаза, особенно людям, которые там из других городов приезжают. И ну, вот в таком ключе. То есть показывать именно вот эту заботу и доброту в первую очередь? Или есть еще какие-то фишечки, которые хотелось бы показать, что они характерны только для нас? А знаете, Ленур Ханум, первое время вообще был какой-то протест доказывать, что крымские татары – это не только те, кто находится возле моря, принимают вот все на туризме, как бы продажи. Чебуреки и минареты, да? Да. У крымских татар очень крутые научные деятели, у крымских татар крутые айтишники. Мы можем проявлять себя с разных сторон. У нас очень многогранный народ. То есть стереотипы, они... Были определенно. Причем во время, я так понимаю, в советское время это были разные путевки, и у людей вот ассоциируется вот 80-е годы, потом после уже развала какие-то поездки с родителями, и вот ассоциации вот такие. Санаторно-курортные. Да, в Крыму, в Крым я бы вот в шортах с барсеткой и вот в кепке. Да нет, не так. Мы немножко другие, мы тоже что-то можем. А сначала это было как комплекс, постоянное доказывание, а потом уже просто... Как гордость? Как гордость, но это так не позиционируется. Это как бы, так и так. Норма, да? Есть и есть, да. Доказывать ничего не хочется. Другая история. Вы сейчас говорили про адаптивность, нашу возможность или нашу способность адаптироваться. Это в плюсе или в минусе? Я думаю, что в плюсе, потому что весь мир меняется, с каждым днем становится другим, более быстрым, более каким-то изменчивым. Все как-то в подвешенном состоянии, что ли, находится. А наш народ в таком подвешенном состоянии как будто себя даже неплохо чувствует. А что важнее, адаптироваться или успевать? Хороший вопрос. В разных ситуациях по-разному, наверное. Где-то. Мы чаще всего адаптируемся, я так понимаю, да? Скорее всего, да, но мне кажется, мы успеваем. В свое время, это разные просто этапы, наверное, и взросления народа, в том числе после каких-то потрясений, которые с ним случались. То есть мы прям обнулились же в какой-то момент. Разные задачи у разных поколений. Вот я понимаю, что у поколений, например, наших бабушек, дедушек, это было сохранить семью, чтобы выжили просто представители народа. Потом дальше поколение сохранить уже своих детей. Потом очень важный этап перевести. Это вообще я себе вот иногда представляю, что мне вот 27 лет, и у меня в этом возрасте бабашка переехал в Крым с Анашкой и с 2 детьми на руках. А смог бы я так сделать сейчас в своем возрасте? Сложно представить. Не могу сказать, что нет, но очень сложно представить. Совсем другое время, совсем другие порядки, совсем мышление другое, наверное. Поэтому я думаю, что нам это в плюс. Плюс? Да. Вы же помните эту историю, да? Когда для детей у нас всегда есть отдельный стол. И вообще у нас не принято, чтобы дети принимали участие до какого-то возраста или до каких-то событий, скажем, даже не возраста, да? А принимали участие в каких-то домашних делах. Советах, точнее. Мне, Ленур Ханум, в целом было комфортно, когда меня не трогали. Чтобы не уделяли какой-то... это же как принято у нас... Ладно, все, Балам, не умничай, все, хорошо, сиди. И мне в целом было комфортно. Я был 3-м ребенком в семье, я мог спокойно сам играться или с детьми играться. Но справедливости ради не было такого разграничения. Я постоянно тусил со взрослыми. У нас всегда были гости, всегда приезжали, и как-то такого барьера не было. Не было. Прям как такового, отдельного стола или как-то. Вы помладше просто, да. Я еще застала то время, когда, знаете, детям отдельный стол, и вот при детях там какие-то серьезные вопросы не обсуждались. То есть дети не были частью, скажем так, этим дискуссий. 100%, потому что, глядя вот на Агашку, например, на старшего, там и родители другие были.
это отчетливо заметно. Когда балам вот так будет, все. И как бы это не обсуждалось. А сейчас, спустя какое-то время, я понимаю, что у меня есть карт-бланш на определенные действия, на определенные нет. Все еще. Все еще, да. Но родители уже по-другому относятся. Но это, наверное, в силу времени. Это нужно доказывать, что ты, ну, как бы не ерундой занимаешься. Когда вот, глядя на то, как к тебе относятся вокруг, как, может быть, на работе относятся, когда ты говоришь, что у вас происходит в компании, говорят, а что, еще вот так может быть? Я говорю, да, все как бы. Личные границы. Насколько вот эта история ощущается здесь и там? Опять же, сравнительный анализ, такой опыт. Вот в разные периоды по-разному, потому что был период, когда ты уже в Казани, ты приехал, что там, сам себе хозяин по времени, что, как, куда поехал, приехал. А приезжаешь в Крым, выходишь во двор, куда-то уехать, и опять же, соседи, например, или знакомые. А что, селям, балам, ну, как бы все общаются, все друг друга хорошо знают. А ты куда поехал? А на сколько не будет? Сильно категорично воспринималось, потому что, блин, да я сам хочу, что вы меня оставьте, я помню, что знаю все. А спустя время как-то больше с пониманием к этому относишься и начинаешь видеть плюсы. С другой стороны, у нас в Крыму, мне кажется, в наших крымско-татарских поселках, домах не нужна сигнализация, как будто соседи прекрасно с этим справляются. Ну, это прикольно, на самом деле, потому что там нет такого. Вот я когда приезжаю, мне даже родители говорят, какой ты другой стал, что-то как-то закрываешься или какие-то эти, непонятно. Я говорю, а как? Там чужие люди, я же не могу как дома придуряться, там еще что-нибудь делать. Ну, в этом свой кайф есть. Как-то более близость безопасно. Вот это, да? Близость, безопасность, ты понимаешь, что ты в родном месте, что здесь как будто... Ну, еще немножко, как будто ты что-то скрываешь, а люди к тебе вот так открыто, с вопросами, а ты такой уже испортился уже в своей Казани, на самом деле. Уже другой стал какой-то. Новое поколение или новые крымские татары, да? Вот можно ли уже говорить о том, что есть плеяда, есть генерация какая-то на крымских татар, которым чуть больше там 20, и они уже совершенно другие? Однозначно есть такой момент, но я вот анализирую из школы, например, из класса, из выпуска. Мы четко поделились. Часть ребят осталась в Крыму, и ты смотришь со стороны, как они строят свою жизнь. Это традиционные семьи, это рождение детей, восхищение этими жизнями. И есть часть ребят, которые уехала причем в абсолютно разные города, в абсолютно разные страны. И там действительно жизнь отличается. Наверное, отвечая на вопрос, да, есть. 100% есть понимание того, что... Но это генерация или это пока отдельные частные кейсы и отдельные, скажем так, рискованные молодые люди, которые позволяют себе пойти на такой риск? Простите за тавтологию. Я бы не сказал, что это рискованно, потому что попросту ты в 18 лет не понимаешь риски. Ты просто не осознаешь, в какую авантюру ты ввязываешься. Потому что вот глядя на свою жизнь, в 11 классе я почти до самого конца был уверен, что я останусь в Крыму, я получу здесь образование. Но выпала возможность, на тот момент мы играли в дебаты, и была возможность поехать в Казань, поучаствовать в дебатном турнире. Ну, проиграли мы, кстати, потому что дебатировали со студентами, немножко в другом формате. Мне почему-то пришло такое какое-то чувство, я бы хотел здесь пожить. Глядя на другой, на большой город, на то, что молодые люди, они занимаются каким-то делом, им доверяют. Вот это в тему зрелости общества, наверное, потому что... или незрелости, или просто отличающегося немножко общества. В Казани есть такая штука, что молодым ребятам, молодым специалистам дают возможность раскрываться, проявлять свой потенциал и его реализовывать. И вот я захотел попробовать. У нас в Крыму нет такой вот зрелости, вот этой, да, доверия к молодому специалисту? Оно появляется, безусловно. Сейчас оно появляется, но вот опять же, столкнувшись на работе с тем, что в компаниях делают такие обучения для сотрудников, для того, чтобы развивались. И я попал на такое обучение, точнее даже на отбор, еще только отбор к обучению. И мне задают вопрос, а какие вот успехи у тебя, какие достижения в работе? И я начинаю отвечать, говорю, ну мы сделали вот
план, мы разработали там собрание для маленькой группы лиц там, за определенный регион, чтобы проанализировать. Мне говорят, это все понятно. Ты что сделал? Поякай немножко, мне вот этого не хватает. И я понимаю, что это какая-то, наверное, проблема. Я сделал. Да, я сделал. Могу. Как это было? Ты что тоже? Скажешь, Откуда родом чуть-чуть эта скромнее. история? Откуда? Опять это про скромность, про алчах гонлюх, вот этот вот? Ну, у нас большие семьи, и как-то внутри семьи, в принципе, не принято якать там как-то. Это даже немножко страшно. Что ты будешь много якать, тебя накажут в жизни, и будешь потом стоять как тот. Вот, поэтому, да, и вот этот момент нужно было прорабатывать, потому что заявлять о себе нужно и можно. Ну, какой-то баланс должен быть, наверное. Да. Новая экономика. Вот вы работаете на Авито, и у вас там в анамнезе был и Яндекс, я так понимаю, да? Это все, в общем-то, институции, коммерческие институции, которые являются инструментами, в общем-то, новой экономики. Насколько вот заметно вот это движение, да, новое экономическое, да? Насколько оно проявляется здесь, в Крыму? То есть вы наблюдаете, вот, так заныривая периодически в Крым, да, есть ли эти признаки вот этой вот какой-то другой, новой волны абсолютно, да? Честно сказать, Ленора Ханум, я вот со стороны отчетливо ее не вижу. Но я могу говорить только про свою, например, специфику деятельности, потому что в мае месяце у нас как раз проходило мероприятие для представителей посуточной аренды в Ялте. И общаешься с командами, общаешься с ребятами, которые отвечают за этот регион. Крым в какой-то момент в вакууме, что ли, находился, в силу какой-то нестабильности, в силу каких-то определенных событий, но, тем не менее, это изоляция. И посуточники, которые у нас в Крыму находятся, сильно отличаются даже от тех же посуточников, которые находятся чуть дальше по берегу, в том же Сочи каком-нибудь, например, в Краснодаре. Это тоже юг, это тоже у моря, но там люди больше понимают, как работать, как сделать бизнес, как заработать, как это все обустроить, и больше доверяют, например, таким же крупным компаниям, потому что, в принципе, на постсоветском пространстве такое отношение к продажникам, вообще как-то стыдно было говорить это слово «продажник». Что-то продажник. Интересная особенность, когда к тебе заходит продажник и начинает с тобой как-то выстраивать коммуникацию, у людей складывается ощущение, ой, сейчас меня впарят мне что-нибудь, продадут, но потом как-то вот такая опаска существовала и продолжает существовать. На самом деле не только в Крыму, но и на материке это работает. Вот эта опаска, что люди не привыкли к позиции вин-вин, когда выигрывает и корпорация, и партнер. И мне в том числе, вот почему стал работать в Авито, понравилась история со спецификой деятельности. Ты там не классический продажник, ты больше про развитие бизнеса. То есть у тебя ты зарабатываешь, Авито зарабатывает, если сдаются квартиры, потому что мы на транзакционной модели мы только процент получаем. Если она не сдается, мы не зарабатываем. И у меня, как у сотрудника Авито, задача сделать так, чтобы на Авито они сдавались. И поэтому, говоря про Крым, своя специфика у нас... Избалованы мы были в один момент туризмом, в том, чтобы к нам едут люди, они будут ехать. И в этом плане немножко сервис как будто бы проседал, отличался от каких-то стандартов, например, которые есть за пределами Крыма. То есть разница между теми, кто сегодня предлагает там эти услуги, да, туристические, грубо говоря, разница в сервисе исключительно? Либо есть еще какие-то обстоятельства, которые отличают, допустим, нас от Сочи, от того берега? Сложно сказать, потому что вот буквально недавно смотрел про наши крымские заправки. Говорят, это отдельный вид искусства, да? Нет. Почему? Они, наоборот, на слуху. Да. У нас в Крыму нет Лукойла, там какой-нибудь Газпром нефти. Но у нас есть ТЭСы, Атаны, в которых в целом сервис очень крутой. Я в этом смысле, что такого на той стороне нет. Непонятно, это просто другое отношение. Вот как будто там люди больше про бизнес, и есть какие-то четкие рамки, границы, за которые люди не выходят. То есть есть правила хорошего тона. Здравствуйте, поздоровались, все хорошо, до свидания. А у нас этой границы нет. Мы просто или со всей душой
или по-другому. Или мы вас не замечаем, да? Да, если мы делаем хорошо, мы очень хорошо делаем, оказываем сервис, очень добродушно, доброжелательно. И на самом деле, находясь в Казани, сейчас набирает обороты популярность покупка недвижимости в Крыму. Очень много застроек. Да, мне партнеры в Казани, причем говорят, знаете, в Крыму, в Коктебеле, там тропа Голицына еще, там строится отель, мы там вот один этаж купили. Очень приятные ощущения от Крыма. Я говорю, а почему? Интересно же понять. Ну, как-то люди попроще и добрые. Попроще в данном случае о чем это? Но здесь еще надо учитывать, что Казань тоже отличается от другой России, потому что очень непростой регион сам по себе. Хитрые люди. Люди, точно понимающие свою выгоду в том или ином вопросе. Люди, улыбающиеся. Но, тем не менее, выгоду свою помнящие. Как и что. В этом плане, наверное, немножко, может быть, избалованы деньгами. Или вот в таком смысле. В Крыму все-таки у нас как-то больше про договоренности, про вот, а как на тебя посмотрят, вот за честное имя. Все-таки, когда Бог... То есть репутация здесь немножко по-другому, да, она складывается из других компонентов, чем там. Офф-топ можно тоже еще? Да, да. Когда вот Анашка приезжала в Казань, мы что-то готовили, а у меня буквально из подъезда выйти, магазин прямо напротив стоит. Я как был в шортах, в футболке. Я говорю, ну давай я сейчас быстро сбегаю, возьму. Балан-то вот так, что ли, пойдет? Я говорю, да, ну, а что скажут? Ну, что-то скажут, наверное, или не скажут. В целом, там все такие Может быть, же, и не заметят, и никто да? не посмотрит. Да. Ну, ладно. Да, вот это играет роль. Это играет роль. Отношения людей, да. У вас вообще уникальная такая ситуация. Вы, во-первых, за пределами Крыма, а во-вторых, вы как раз вот то поколение на стыке, да, и времени, и культур, и идентичности, да. И как это вот ощущение, вот жить на стыке всего этого? Очень интересно. Очень интересно, потому что в некоторые моменты я, находясь в Казани, там, особенно рядом с какими-нибудь кофейнями, ты встречаешь очень разнообразных людей. И у тебя всегда, может, это в силу дебатов, когда ты и положительную сторону какого-то вопроса рассматриваешь, и другую. И ты видишь людей, например, там, с дредами или с пирсингами. И первое такое, что это такое? Что они здесь вообще? А потом такой, нет, спокойно, нормально. Вот, ну, в целом, какое это влияние оказывает на тебя? Никакое, человеку так нравится. И я это понял, когда ко мне приехала бабашка в гости, и мы пошли в кофейню, такой прикольный, классный кофе, сейчас попьем. И там люди с татуировками от пальцев и до шеи. Бахова, картинная галерея. Баба, ну вот вам что от этого? Вот он просто идет. Вот негодуете вы и мы, потому что с вами идем. В целом, чуваку, да, комфортно, он вот так себя чувствует. Не чувствуете себя так, вы не делаете. Ой, умные стали, тоже выросли. Но, кстати, проговаривая это с родителями, например, с поколением, которое сильно перетерпело такого рода изменения, разного рода изменения, переезды, поколения меняются, тут еще народные какие-то особенности наши, национальные. Я понимаю, что это тоже слышится. Особенно, когда видят, что ты уже взрослый, ты что-то увидел, и прислушиваются. И это важно проговаривать. Общаться со старшими поколениями, в том числе, чтобы как-то в одном инфополе находиться и более толерантно, что ли, относиться. Понимать. Да, Понимать и не терять эту связь. А интересный вопрос. А может быть, даже не понимать, но просто относиться толерантно. Бабашка у меня не понимает картинную галерею, но в целом уже такой... Принимает. Не принимает, Ну, не протестует. живет с этим. Как-то, да. Как-то Активно не живет. протестует, не сопротивляется. Но опять же, говоря о качествах нового поколения, да, что бы вы выделили, да, что вот сравнивая эти поколения, да, вот те новые качества, которыми сегодня обладаете вы и ваши ровесники, что в них важного? Смелость, наверное. Смелость. Вот, да, говоря о том, что все родились в разных местах, и вот такой страх есть потерять наше место. Может быть, мы не видим опасности, которая гипотетически в целом возможна. А может быть, это и правильно. Постоянно находиться в страхе, переживать за какие-то вещи, которые, скорее всего, не наступят, оно давит сильно, сковывает действия, идеи, мысли.
Поэтому я еще, знаете, находясь в Казани, я понимаю, что я там один, я проснулся, у меня четкий распоряд дня, я поехал, я за день очень много дел успеваю сделать. Здесь, в Крыму, когда ты просыпаешься, Анашка, бабашка, хаве мы пьем, мы завтракаем, потом приезжает Ахашка. Тяжело как-то вырваться куда-то и что-то решить быстро. Себе не принадлежите. Очень большие, да. Мне кажется, в целом можно, как в IT-компании, сделать синки в 9 утра. Что, как, где, какие планы, что планируете, и потом просто подбивать итоги какие-то. Вот как-то структурировать эту штуку. Смелость. Смелость. А что бы вы передали бы дальше, да, тем, кто идет за вами? Из того, чем уже вы обладаете. Вот поймал себя на мысли о том, что вы говорите про новые веяния, про молодое поколение. А я смотрю, что уже за мной идет еще моложе поколение. С одной стороны, непривычно, потому что ты всегда самый молодой в коллективе. Ну, как-то такое отношение, оно прикольное, классное. А сейчас начинаешь понимать, что ребята моложе идут, и они тоже отличаются уже. То есть то, с чем ты работал, что ты себе объяснял, что ты пытался как-то понять, у ребят уже этого нет. Например, есть... передал бы следующим поколениям не бояться быть смелыми, высказывать свои идеи. Но это тоже обратная сторона медали есть. Некоторые идеи как-то не надо было высказывать. Но хотя бы слушать и слышать, да. Чтобы не было страха. Долгое отсутствие в Крыму, и уже какие-то там нюансы, какие-то вещи уже непонятны. То есть вот это расстояние, оно теряется этот коннект, да, и не возникает такого, что вы уже контекст где-то не улавливаете, где-то, что-то, то, что странным может выглядеть, да, или там не то чтобы неприемлемым, но ты уже просто отвык, да, от того же карнавала людей. Но вот что-то вот уже становится непонятным. Абсолютно нет, потому что в том числе Казань была выбрана из тех соображений, чтобы не потерять связь с Крымом. Было много разных развитий событий, когда можно было уехать или за границу, например, или куда-то в более отдаленный город, что ли. Хотя, казалось бы, куда еще более отдаленный. Но варианты такие были. Хотелось сохранить связь с Крымом. Это первый момент. Второй момент, все-таки в силу развития каких-то информационных технологий, СМИ, наших, крымско-татарских в том числе, ты остаешься в контексте, ты наблюдаешь. Кроме того, что мы с родителями, у нас план по созвонам точный, который выполняется стабильно. Разговариваешь с родителями на одни и те же темы, обсуждаешь одни и те же события. Это круто, это прикольно, и поэтому ты не выпадаешь из обоймы, мне кажется. То есть вот эта проблема разделенности, которая для нас сейчас очень актуальна, да, мы разъезжаемся, раскиданы везде, она, в общем-то, не проблема быть в теме друг для друга. Нет, я думаю, что нет проблемы, если есть к этому сформированное отношение. Потому что замечаю за некоторыми ребятами, которые, например, уезжают из Крыма и не хотят продолжать. В целом они нашли себе какое-то место, нашли место работы, как-то себя реализуют и не хотят продолжать. Это, мне кажется, осознанный отказ. Как думаете, почему? Потому что изначально не было этой истории внутри? Скорее всего, да. Потому что изначально, когда ты рос, это проговаривалось. Какой статус вообще имеет Крым в жизни каждого крымского татарина? Какое значение? Это какое-то такое трепетное отношение, которое не подлежит обсуждению и никак не... То есть Крым в сердечке, да? В сердечке и в целом и вокруг, везде. На самом деле, с каждым годом вы говорите, что может быть разрыв какой-то или непонимание, как будто наоборот, с каждым годом больше понимания. И если, например, ты на первом курсе уехал, поучился... Первый курс, слушайте, это надо вырваться же. А нет, кстати, наоборот, тяжело было, что ты из привычных условий уезжаешь в другое место, и там как бы еще ничего нет. Ты такой какой-то все с нуля, новые знакомства. Мне все напоминало о доме. Потом где-то на третьем, на четвертом курсе ты уже такой, да, уже здесь что-то как-то понятно становится, здесь что-то у тебя появляется. Может быть, как-то так мысли закрадываются. Но спустя время понимаю, что нет. Это чувство никуда не проходит и не уходит, оно, наоборот, усиливается, эта любовь к дому. И справедливости ради, внутри дома тоже меняется. Тоже становятся люди другие, более
терпимые, что ли, более толерантные. Общество меняется, и меняется, ну, как мне кажется, в хорошую сторону. Когда возвращаешься домой, ну, обычно я, когда возвращаюсь домой откуда-то издалека, да, я с особым трепетом, и несмотря на то, что там недолго отсутствовал, начинаю замечать какие-то нюансы, да, вот подчеркивать, да, вот, вот это моя дорогая разбитая грунтовая дорога, это прям вот в сердце, что называется, да. Вы дольше, чаще не бываете дома, что в первую очередь бросается в глаза, да, что в первую очередь, ну, скажем так, важно увидеть, важно прочувствовать, да, вот с чего начинается ваш приезд? С карнавала, людей. Все приезжают в гости. У меня даже уже такие какие-то негласные правила. Когда я приезжаю в Крым, 3 дня я точно стабильно дома нахожусь. Это приезд гостей, это приезжают братья, семьи. Я здесь, все хорошо, я никуда не ухожу, все как бы здесь. А что бросается в глаза? Спустя 3 дня я выбираюсь куда-нибудь посмотреть. Появляются наши ребята, наши крымские татары в центре, например, какие-то кофейни, какие-то тусовки. Это круто. Мне это сильно нравится. То есть мы из своих поселков вышли в центр? Да, потому что я помню время, когда даже я немножко застал, когда учился в школе, там, например, в начальных классах, учился я в 7-й школе, которая на Семашко находится. 3 крымских татарина было в школе на тот момент, во всей. И ну, там крымский татарин в каком-то... Чудо чудное, да? Да, как это... Ну, это было как-то... И то, что ты крымский татарин, как-то... Ну, чувствую, что ты отличаешься. Вот этого чувства, мне кажется, не должно быть. И вот сейчас, спустя время, вот когда я уже в гимназию, например, поступил, этого чувства не было. Поэтому мы себя чувствовали достаточно хорошо, нормально. Мы общались, разговаривали, и вот эта грань стирается постепенно. В Симферополе, в центре, ребята знакомые, это классно, они приезжают на машинах, они пьют кофе, они общаются. И вот это... Ну и бизнес переместился тоже в центр. Замечаете? Да. И бизнес, и, в принципе, место жительства в центре уже. Это классно. Нет ли вот этого внутреннего конфликта, да, когда тебе приходится выбирать между быть там, где есть возможности, и быть там, где твои корни, да, где твоя семья? Я сильно загонялся по этому поводу, потому что вот спустя 2-3 года в Казани ты селим из Крыма, а в Крыму ты селим из Казани. И ты такой, блин, а где вот дом, где? В какой-то момент ты серьезно задаешься этим вопросом. Но это отношения, исключительно отношения, потому что я себя комфортно чувствую и в Крыму, и в Казани, и в Москве, и в Санкт-Петербурге, в принципе, за пределами Крыма. Поэтому только ощущения. Только ощущения. Никакого конфликта нет. В Крыму мне очень комфортно, зная наш менталитет, уже проработав его, как-то больше с пониманием, что ли, относишься. И такой, ну, прикольно. Даже разбитые дороги, Ленора Ивановна, ты знаешь, где они разбиты, как их объезжать. И поэтому все ямки знакомые, да? Да. Дискуссия о том, чтобы молодежь не уезжала, да, то есть у нас очень часто, да, вот, нельзя отправлять молодежь там где куда-то далеко учиться, она не вернется и так далее. То есть мы потеряем и умы, и какой-то свой репродуктивный материал, извините за такое циничное отношение к генерации, да. Вот. Но тем не менее, да, вот эта история, да, что нужно Крыму, чтобы молодежь не уезжала, или наоборот, что нужно Крыму, чтобы молодежь возвращалась? Есть такое вот Есть взгляд? такое. Я часто думал над этим вопросом. Давайте я озвучу, а потом скажу, какие могут быть последствия. Это точно образование, образовательные центры, для того, чтобы была возможность не уезжать куда-то, а получать хорошее, достойное образование внутри Крыма. Это первый момент. Эту мысль я в том числе обсуждал, когда находился в Казани, когда работал. У меня была возможность общаться с председателем правления банка. И вот мы на разные темы с ним разговаривали, дискутировали. Образование. Когда у тебя есть образование, это в том числе приток новых идей, новых молодых людей, это работа всех заведений, это съем жилья, это вся инфраструктура у тебя оживает. Поэтому образование. Нужно качественное образование. Университеты, институты, чтобы они работали, чтобы они привлекали в том числе новые идеи, чтобы уже мы тоже могли опылиться не только теми, кто внутри Крыма, но и
приезжающие за его пределами. Самые важные 3 вещи для вас. Вот что с вами всегда, да, там принципы, не знаю, какие-то вещи, ну, не знаю, вот Селим Бекиров, что для него самое важное в жизни? Здесь, наверное, в том числе и с детства, то, что ты питаешь с молоком матери какие-то понятия, что такое хорошо, что такое плохо, которые со временем могут меняться. Но, тем не менее, вот эта система координат, которая закладывается в каждой крымско-татарской семье и подкрепляется еще и гимназией, например, выходя за пределы Крыма, видя разных людей абсолютно, разные порядки, разные устои, ты понимаешь, что вот это мне приемлемо, а вот здесь я бы, прям, это не мое. И поэтому, я не знаю, это даже, наверное, не принципы. Принципы, они какие-то... Они могут быть изменчивыми или нет? Принципы? Меняться. В моей системе координат вряд ли. Тогда... То есть принцип быть справедливым, наверное, для меня останется навсегда. А справедливость, она не относительна, Лера? Кому-то. Может быть, не знаю. Справедливость – это же про честность, в первую очередь. Всегда думать, наверное. Вот основополагающее всегда пытаться понять и анализировать, думать. Вот так. Одна вещь, которую бы вы изменили в нашем обществе. 100% вот это надо искоренить, убрать, исключить. То есть правило ли, привычку ли, что. Я думал над этим, и в принципе постоянно думаю, когда возвращаюсь в Крым. Я выделил 2 какие-то наши черты, особенности, но от одной я впоследствии отказался уже спустя какое-то время, чтобы это искоренять, исключать. Первое – это хвастовство, наверное, потому что появляется какая-то возможность. Я вижу, что ребята могут построить бизнес, заработать какие-то деньги, принять в чем-то участие. Я хотел это исключить, но потом думаю, а зачем? В принципе, это один из этапов становления. Он имеет место быть, мы должны это пройти. И, как мне говорили на обучении, поякай немножко, я хочу понять, что ты вообще сделал, какая твоя была участь в том или ином проекте. А то, чтобы, наверное, точно искоренить, это зависть. Оно даже как-то с медицинской точки зрения разрушает того, кто завидует. Поэтому, когда я смотрю Меркес, например, в том числе, который помогает оставаться в том числе в контексте, в инфополе одном, что у нас происходит, какие тенденции, какие веяния. И радоваться за других, не завидовать, это же круто. Мы представители одного народа. Мне нравится, что у какого-нибудь крымского татарина из Крыма какие-то успехи, достижения в творчестве, в науке, неважно. Прямо сейчас бальзам надо уже было. И давайте на этой... А это так и есть. На этой позитивной ноте и закончим. Сağ olun Сергей за этот откровенный разговор. Сağ olun за приглашение, Ленора Рухановна. Надеюсь, что выпуск со мной приезд, кому-то, может быть, еще будет полезен. Вот в том числе, что он не будет каким-то... Кто-то в этот момент принимает решение, где быть, где состояться. Чё сağ olun. Сağ olun.